волне 101,3 FM радио Ингушетия. И еще раз напоминаю, что с вами Яха Евлоева. Итак, давайте перейдем к нашей следующей теме, и основной теме даже, подчеркну, для обсуждения. Это реклама, права и, конечно же, нарушения. И поговорить на данную тему мы пригласили в студию Елизавету Даурбекову, специалиста-эксперта Ингушского УФАС, и Мадину Базиеву, пресс-секретаря Ингушского УФАС. Добрый день. Добрый день. Итак, девочки, я смотрю, у вас вот такой позитивный настройчик, сидят, что-то улыбаются. Конечно. Итак, мой первый вопрос. Какие законы и нормативные акты регулируют рекламную деятельность в России? Рекламная деятельность в России регулируется федеральным законом от 13 марта 2006 года, номер 38 о рекламе. Это основной закон, регулирующий отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы на рынках товаров, работ, услуг. Закон вступил в силу 1 июля 2006 года. Чем же занимаемся мы, да? И какие цели у закона о рекламе? Это развитие рынков, товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции. Это права потребителей на получение добросовестной, достоверной рекламы. И это пресечение фактов ненадлежащей рекламы. Это вот основное, чем регулируется реклама. И сколько вами выявлено нарушений? В этом году отдел по рекламе возбудил 9 дел. Сейчас 2 дела находятся на стадии рассмотрения. А в общей сложности мы вынесли штраф в этом году более 300 тысяч рублей. Хочется еще отметить, что год близится к концу, а у нас 9 дел. Возможно, возникнет вопрос, почему так мало. Мы сами, что интересно, задаемся этим вопросом, почему же так мало. То ли дело, что нам очень будет приятно в качественной рекламе, то ли дело в том, что жители нашей республики не любят жаловаться на некачественную рекламу. В любом случае, факт остается фактом. На сегодняшний день у нас 9 дел по рекламе. То есть 9 дел, это получается мало, да? А вот смотрите, к примеру, возьмем такой банальный пример. Вы выезжаете, да, из дома на работу. По дороге можете увидеть какую-нибудь рекламу. Вот, к примеру, вот эти вот маленькие рекламки, такие мелкие, они тоже в какой-то степени являются, да, рекламой, и вы их видите, это является нарушением. Вот, к примеру, построили новое здание, красивая плитка. Я, к примеру, не хочу видеть на ней какую-то мелкую бумажку, которая абсолютно портит вид этого здания, потому что клеится одна бумажка мелкая и клеится еще много-много-много на это. Ужасный вид у здания становится. Это является нарушением? Такие моменты регулируются? Конечно, регулируется, но мы хотим отметить, что именно антимонопольная служба работает именно в содержании рекламы. Не вид ее, а содержание. Качественная эта реклама, правильная она или неправильная, обманывают людей или не обманывают. А именно насчет фасада, портится, не портится, это уже не в нашей компетенции. Получается, что этим должны заниматься городские власти, фасады зданий которых портятся. И что самое интересное, вот прозвучал вопрос, утром едем мы на работу и видим 1 500 000 нарушений. Так вы говорите, да, что естественно, да, нарушения видим, но антимонопольная служба не успевает за всеми нарушениями в регионе. Мы не можем каждое утро смотреть по сторонам, нам нужно еще смотреть на дорогу, получается. Поэтому наша работа основывается на жалобе и на заявлении, на обращении. Как только к нам поступает аргумент для дальнейшего действия, то есть это жалоба, заявление, обращение, что угодно, мы начинаем действовать. Без жалобы это очень тяжело начать действовать, потому что мы не сможем, на каком основании нам действовать, если жалоба не поступала. То, что мы сами это увидели, частично есть случаи, в которых мы разбираемся сами, но там есть тоже свои нюансы. Должно быть обращение в любом случае. И какие обращения у вас, например, бывают? По большей части разбираем мы, хотели сказать об этом чуть попозже, но тем не менее, СМС-спам беспокоит людей, присылают рассылки рекламного характера, им это не нравится, естественно, и мы рассматриваем, и даже есть свои штрафы по этой части и свои рассмотрения. Да, это самые частые нарушения. Также есть другие нарушения.
некорректные сравнения, например. Да? В рекламе нельзя говорить «самый лучший», «самый», «номер один», «первый». Почему? С кем вы говорите? Я очень часто вижу по телевизору, например, рекламу, там, этот шампунь номер 1 в России, хотя он таковым, к примеру, не является. Вот мне он, к примеру, не подходит, для меня он последний. Но так нельзя говорить. В каждой рекламе те, кто говорит «самый лучший», внизу, заметьте, пишут по мнению такого-то эксперта, по мнению среди линейки. надо Самый ссылаться лучший, но это не точно. Надо ссылаться. Именно ты ссылаешься среди нашей линейки. Например, самый лучший шампунь среди всех наших шампуней. Самый лучший, не знаю, что-то там среди нашего товара. Там нет во всем мире. Чисто среди линейки. Они еще аргументируют это. Вот, например, ФАС разобрала ситуацию, где МГУ повесили плакаты, написали «МГУ – это лучший вуз России». Если бы кто-то пожаловался на это, то ректора был бы штраф до 20 тысяч рублей. Там, на юридическое лицо, то есть на МГУ, там, от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Но никто не пожаловался на это. И поэтому просто было предупреждение снять баннер, что они и сделали. Но потом еще долго не хотели этого делать, да, получается, судились. Да, судились, да. Доказывали, что да, действительно, они самые лучшие и в первой, и во второй инстанции. Но доказать как-то не получилось. Да, не получилось, и баннер пришлось снять. Вот, пример такого дела. Итак, у меня следующий вопрос. Какие претензии у ФАС к рекламе финансовых услуг? Ну, основное нарушение – это указание в рекламе финансовых услуг одного существенного условия, но замалчивание обо всех иных условиях, которые определяют стоимость услуги для клиента. К примеру, в рекламе указывается процентная ставка по кредиту, но отсутствует информация о сроке и сумме, необходимых для получения кредита по такой ставке. То есть рекламируется наиболее привлекательная и низкая ставка, но при этом не указываются достаточно тяжелые условия для попадания под эту ставку. Получается, что реклама, в общем, достоверна. По заявлению ставки кредиты выдаются, но только при определенных условиях. И об этом в рекламе либо не говорится в принципе, либо прописано очень мелким текстом. По закону, если указано хотя бы одно условие, то также все иные условия должны быть указаны в рекламе. Если они написаны таким образом, что они не воспринимаются, мелкий шрифт или в случае демонстрации рекламы на телевидении текст быстро сменяется, то такая информация рассматривается как отсутствующая. Соответственно, это мы рассматриваем как неуказание сведений, и это нарушение. Вот ранее вы говорили, что вы оцениваете, ну, скажем так, в общем, содержание рекламы, да? И получается, текст этой рекламы тоже должен быть правильным. И вот у меня вопрос, каким должен быть этот самый текст, чтобы соответствовать всем требованиям? Ну, как я уже сказала, текст не должен быть мелким шрифтом, не должен быть. Мы должны его увидеть. Там, условия, которые мы видим в рекламе, мы должны их увидеть. Например, если, проезжаем, по дороге видим баннер, мы видим большой шрифт, то, конечно же, текст он тоже должен быть, условия должны быть большим шрифтом написаны, читабельный текст. Если это, например, газета, то более мелкий можно, потому что считается, что люди читают газету не на ходу. Вот. Мы должны ее воспринять, информацию. Вот такие вот условия у нас. Чтобы он был читабельным, самый главный аргумент. Можно было прочитать. А в каких еще отраслях нарушается реклама? То есть что нельзя рекламировать? Нельзя рекламировать процессы курения, потребления алкогольной продукции. Например, нельзя показывать, как человек держит в руках бокал. И многие наши слушатели, наверное, заметили, что в фильмах это тоже пошло, замазывают, там, затеняют вот то, что сигареты, к примеру, там, алкоголь вот замазывают, я замечала. Вот насчет бокала еще не знаю. Нельзя использовать, понятно, бранные слова, непристойные, оскорбительные образы, там, оскорблять социальную категорию, профессию, национальность. Все это тоже запрещено в рекламе. Нельзя использовать такие названия, которые совпадают уже с зарегистрированными товарными знаками, без согласия правообладателя. Так. Некоторые компании для продвижения своего бренда, наименование своего бренда используют уже всеми известный чужой товарный знак. Это запрещено делать. Это очень серьезное нарушение. Мы даже сможем привести пример такого дела, да? У нас в 2018 году, если мне не изменяет память, было дело КамАЗ
есть такой в Набережных Челнах завод КАМАЗ, да, все мы его знаем, о нем знаем. И у нас в республике был КАМАЗ-центр сервис, назывался он, и с Набережных Челнов сам дилер обратился к нам в Ингушскую УФАС. Мол, вот у вас в регионе есть нарушители рекламы, которые используют наш товарный знак, мы его вот годами разрабатывали, а вот у вас пришли, вот все на тепленькое сели и делают себе дела. И нужно отметить, что, разбираясь в этом деле, мы выяснили, что использовался этот товарный знак 5 лет. 5 лет они зарабатывали на чужом, считая товарном знаке. Да. Ну и, конечно, предупреждение от нас, от Ингушского ФАС. Потом должностное лицо, именно которое заведовало этим сервис-центром, на 1,5 года лишился возможности занимать ведущие должности. А само это заведение, можно считать, сам центр, он ликвидировался. То есть Вот так. они в принципе, получается, не смогут этим заниматься? Да, или нужно как-то но новое дело только, открыть? да, но только под другим названием, себе создать новый свой бренд, да, да. свой бренд создать и работать над То есть, этим. получается, они как бы, получается, разработали, украли чужой знак, и под их именем, получается, Да, продавали работали. свой товар. А люди думали, что это натурально. Конечно. Ага, это как с Всеми Найками, да? известный бренд, и, конечно же, люди знают этот бренд и начинают. Это почти как с Найками. Жопа, Все да. копируют этот значок, только он неправильный Да, всегда. да, Ну, всё. как-то отличить можно. И очень серьезно. Так что, уважаемые слушатели, не ведитесь на недостоверную рекламу, пишите свои жалобы, если замечаете заметите, такое. да. И в следующем году, возможно, у нас будет не 9 дел, а больше, да? Да. После эфира. Ну, Также- главное освещать, чтобы люди знали. Также хотелось бы добавить, что запрещено размещение рекламы на платежных документах для внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на обратной стороне таких документов. Например, если вы увидите рекламу любой организации на документе, мы платим за коммунальные услуги по определенным документу, да? Допустим, пусть это будет вода, свет, газ. И мы видим, что на этом документе, на этой платежке, на обратной стороне или на лицевой есть реклама чего-либо. Вообще реклама не должна быть, но есть реклама. Это тоже нарушение. Так что этот закон, поправка закон, внесли 3 апреля 2018 года. С этого момента уже нельзя было такое делать, поэтому если наши слушатели заметят это нарушение, то, пожалуйста, обращайтесь в управление, пишите свои жалобы. На нарушителям грозит штраф, там, если это юридическое лицо, до 500 тысяч рублей. Следующий $500,000. Ага. Следующий вопрос. Контролируется ли каким-то образом поток рекламы в интернете? То есть почему так много рекламы, там онлайн-казино, например, в интернете, хотя в принципе она законодательно является запрещенной? Ну, реклама в интернете это отдельная тема, и все мы знаем, насколько она обширна и насколько это щепетильно, да. Если в телевидении, радио, печатных изданиях рекламу как-то можно регулировать, то в интернете это очень тяжело. Там уже все мы знаем, что это отдельный мир, который существует по своим стандартам, но тем не менее свои предложения у антимонопольного ведомства в этом направлении уже есть, и они на стадии доработки. И мы сейчас живем и регулируем рекламу по законам Российской Федерации, а это международная паутина, так? И нужно, конечно же, определить, какие виды рекламы подходят под наши законы, какие мы можем регулировать. Вот в этой сфере ведется своя работа, и совсем скоро надеемся, что будут свои результаты нашей деятельности. И хотелось бы добавить мне, естественно, один пример, что вот мы стоим на страже конкуренции, конечно же, защищаем своих заявителей, хотим, чтобы все было хорошо. Но иногда бывает так, что даже сами заявители бывают неправы, что для нас очень грустно, но тем не менее мы должны констатировать факты. Вот как раз дело о рекламе у нас есть, можем привести пример, что вот к нам обратился житель
заявление, мол, его вот беспокоит СМС-спам, что вот ему это надоело, сколько это можно терпеть, вот я жалуюсь, разберитесь. Начало было очень вдохновляющее, все было просто замечательно. И, естественно, стали разбираться сами, вот если человек настолько вдохновлен, надо, конечно же, помочь. В итоге выяснилось, что беспокоил его не СМС-спам, а сообщение информационного характера, так как этот заявитель был злостным неплательщиком банка, кредитором. И, конечно же, его говорили ему, присылали смс-ки, там, мол, давайте. То есть это не совсем реклама, получается? Нет, это смс оповещательного информационного характера, мол, заплатите оплатите свой кредит, вы все сроки просрочили. Видите ли, ему это не понравилось, он пошел жаловаться. И нам пришлось отказать по жалобе в возбуждении административного дела, и поэтому хотелось бы сказать, борясь за свои права, дорогие наши слушатели, не забывайте о своих и обязанностях также, да, и отметим, что любой СМС-спам отправляется только при получении согласия абонента. Компания, которая отправляет вам СМС-спам, она еще должна доказать, что у вас вы давали согласие на это. Если она не сможет этого доказать, то будем действовать в рамках закона и наказывать штрафами. Угу. Вот смотрите, интернет, такая довольно обширная штука. Контролировать рекламу в интернете, чисто мое сугубо личное мнение, к другим оно не относится, и тем не менее, мне кажется, это очень сильно сложно. Конечно, прям очень сложно. Потому что люди по каким только сайтам, скажем так, не лезут, да, и в какие только сайты не заходят, и практически она есть везде. Без нее просто нереально. И получается, имеется в виду вот эта реклама, которая выскакивает, или вот, например, вы знаете, такие моменты, когда у тебя настроение посидеть, посмотреть фильм, какую-нибудь комедию, от души посмеяться, и тут выскакивает реклама: надо помогать сиротам. Не то чтобы я не сочувствовала, я очень сочувствую этим людям, и тем не менее я хочу посмотреть комедию, насладиться ею. А тут появляется такая реклама, и ты такой, мое настроение немножко ушло под другой наклон. И то есть тогда получается, эти рекламы, получается, наверное, контролировать невозможно. Да, к сожалению, мы сейчас настроена очень категорично. Я не хочу видеть ни одну рекламу в интернете. В законе о рекламе нет отдельных норм, которые регулировали и контролировали бы рекламу в интернете, к сожалению. Мы очень быстро перешли в интернет. В законе о рекламе есть требования для печатных СМИ, для телевидения, а для интернета пока нет. Но ФАС работает над этими, будет вносить предложение. И совсем скоро, Яха, ты будешь тихо, мирно смотреть свои фильмы. Да, надеемся тебе на никто это. не будет мешать. Я очень сильно на это надеюсь. Будем ждать. Кстати, о рекламах на ТВ, СМИ, конечно же, очень тесно связаны с рекламой. Хотелось бы узнать о нарушениях на ТВ, например. Да. И все мы знаем такую ситуацию. Есть нарушения УГТФК, вы наверняка следите. Вот как раз к тебе будет. Ты заинтересуешься, сидишь, смотришь фильм, и пришла реклама, и тебе хочется побыстрее поставить там чайник, пока идет реклама. Такое бывает, что на этом очень хотят заработать рекламщики во время рекламы. Вот мы отвлекаемся от телевизора и идем быстренько делать свои дела. Поэтому есть такая тенденция, что реклама выскакивает резко. Как только прошел фильм, реклама резко выскакивает, и ты прям шарахаться начинаешь от этого звука. Кстати, да, такое бывает, когда ты сидишь по телевизору, смотришь фильм, и тут выскакивает какая-то реклама: не уходите, сейчас через секунду эта реклама пройдет Вот с надписью. Да. Вот Причем именно. очень громко, да. Эти моменты мы очень тщательно регулируем. Нужно отметить, что авторы роликов даже до этого времени не считали, что нужно скрывать свои эффекты, звуковые эффекты, что да, повышают, что да, такое есть. Но в 2015 году вышли поправки к закону, 38-му федеральному закону о рекламе. И с этого момента
ФАС регулирует максимальную разницу между громкостью рекламы и телепрограммы. Разница эта должна измеряться в 1,5 дБ. Если вы смотрели программу и резко включилась реклама, разница между программой и рекламой не должна составлять 1,5 дБ. Чтобы не пугать зрителей, во-первых, чтобы вам все время не пришлось вырубать этот звук, уменьшать его. И, конечно же, рекламщики не согласны с этим, но тем не менее антимонопольная служба ведет свою борьбу с этим. Так, эти поправки произошли 4 года назад. Нужно отметить, что с тех пор выявленное повышение уровня громкости звука более чем на 1,5 дБ фиксируется сотрудниками ФАС. По закону ответственность несет именно реклама-распространитель. То есть вы канал, да? Вы рекламораспространитель, который должен выплатить штраф от 100 тысяч, скажем, до 500 000. И отказаться от рекламы вовсе, это вопрос риторический, да, все мы понимаем, что над этим нужно еще работать, ого-го. Но у нас есть практика наших иностранных, заморских стран, наших коллег. Например, в Испании, скажем, с 1 мая 2010 года реклама запрещена вовсе. Ее и не показывают вовсе с 1 мая 2010 года. И в антимонопольной службе есть свои нарушения, мы их фиксируем. Нужно отметить, что первое нарушение после принятия этого закона у нас произошло 11 декабря, еще в 2015 году. Вот в мае мы приняли поправки в законе, и в 11 декабря уже зафиксировали первые свои нарушения. Факт превышения громкости мы зафиксировали на канале НТВ. Нарушение произошло 8 октября 2015 года при трансляции рекламы в период с 9 часов утра до 10 по московскому времени. Когда, казалось бы, все на работе. Да, и программа «Утро». При переходе от программы «Утро» на рекламу было зафиксировано нарушение звука. И запись фрагмента эфира антимонопольная служба измерила, зафиксировала, и телеканал НТВ был оштрафован на 100 тысяч рублей. Поэтому еще в нашем регионе тоже в 2017 году, скажем, ваши коллеги, уважаемые НТРК Ингушетия, тоже подверглись штрафу. На НТРК Ингушетия тоже было превышение звука. Смотрели мы и ГТРК, и НТРК, но нарушение выявили лишь у коллег на несколько децибелов, и штраф составил 100 тысяч рублей у ваших коллег. Поэтому хочется вам сказать, молодцы. Молодцы, соблюдайте закон, да? Да, соблюдайте закон. Во-первых, не превышайте звук. Да, осторожно. Вот что можем сказать по ТВ. Ну, по ТВ хорошо. А что насчет рекламы на радио? На радио тоже вас интересует? Конечно. Хорошо. Реклама радио. Что мы можем сказать по этому? В радиопрограммы у нас очень любят слушать по дороге на работу утром, да, все мы знаем. И в радиопрограммах не допускается прерывать рекламы следующие радиопередачи. Отметим, какие они. Например, религиозные, передачи религиозного характера, радиопередачи длительностью менее чем 15 минут. Вот эти радиопередачи не рекомендуется прерывать рекламой, потому что это очень серьезно, во-первых. Во-вторых, менее 15 минут ты не успеваешь сфокусироваться на своей радиопрограмме, тут уже прерывают на рекламу. Если же есть свой нюанс, это не реклама спонсорского характера, но эти нюансы нужно рассматривать отдельно. В детских радиопередачах тоже не допускается реклама отдельных видов товаров, все мы знаем, да? И опять же, это исключение идет на спонсорскую рекламу, коммерческая основа, это уже отдельная история, с этим нужно разбираться. Поэтому вот такие требования у нас к рекламе на радио. Надеюсь, вы ими не пренебрегаете. Стараемся. Итак, Мадина, мне вот что еще интересно узнать. Вот, к примеру, вы нашли там нарушение на ТВ, да, что превышение звука, вот. И получается, вы как-то случайно это выловили? Или есть какие-то определенные работники, контролеры, которые сидят, просматривают каждую рекламу, каждую передачу и скажем так, смотрят и знают о всех событиях этого мира? То есть
Или Как это все-таки происходит? случайно надо вылавливать такие вещи? Да, это случайно. В 2017 году, вот когда мы штрафовали коллег, у нас было поручение с центрального аппарата ФАС России проверить телеканалы республики нашей, как идет действо. И вот их нарушение было выявлено так. А тем не менее, мы следим, регулируем за рекламой, смотрим. И, насколько я знаю, у наших телеканалов есть свои регуляторы звука. Прежде чем выдать в эфир тот или иной материал, есть регуляторы звука и на радио, и на ТВ. Насколько мне не изменяет память, есть такая информация, что вы регулируете. И вы, и коллеги с тех пор тоже. Пока нарушений выявлено не было, регулируем, смотрим. Ну и хорошо, что не было. Будем надеяться, что и в ближайшее время не будет. Все-таки деньги лишними не бывают, как говорится. Да. Ну что ж, спасибо вам большое, что вы приехали, что вам удалось поделиться информацией, что нашли время приехать к нам. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас были Елизавета Даурбекова, специалист-эксперт Ингушского УФАС, и Мадина Базиева, пресс-секретарь Ингушского УФАС. Еще раз спасибо большое. Спасибо и вам. И, дорогие друзья, жалуйтесь, если заметили несанкционированную рекламу или неподходящую под сегодняшнюю нашу беседу в антимонопольную службу. Спасибо всем, кто нас слушал. Адик Хаша. До свидания.